Артисты и спортсмены республики разыграли перед гостями из 62 регионов страны настоящий спектакль о самобытности, культуре, а также спортивных возможностях нашей республики. Коми сегодня становится одним из центров большого спорта, подчеркнул Сергей Каприков, официально открывая первенство России по боксу среди юниоров. Сыктывкар уже принимал финал Суперкубка России по хоккею с мячом и первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров. А в 2021 году в столице республики пройдет чемпионат мира по бенди уже среди взрослых команд. Хочу поблагодарить Федерацию бокса России за оказанную нам честь проводить это уникальное первенство здесь у нас в Сыктывкаре. Хотел бы сказать слова благодарности нашей федерации, Федерации бокса Республики Коми. Она действительно много сделала для того, чтобы сегодня мы уже по счету не первое такое международное и всероссийское соревнование здесь принимаем. Я хочу поприветствовать спортсменов, атлетов, бойцов, которые будут биться на этих рингах за звание чемпиона России. Первенство среди юниоров – это второе по значимости соревнование в стране. Для участия в первенстве Европы, мира и Олимпийских юношеских играх в Бразилии Россия именно здесь, в Сыктывкаре, отберет два состава по 10 человек для национальной сборной страны. Отбор серьезный, значит, правильно надо выбрать, скомплектовать сборную команду, и чтобы, значит, задача руководством, генеральным директором Федерации бокса России Кремлем Умар Назаровичем дана нелегкая. 5 золотых медалей на первенстве Европы, 3 золотых медали на первенстве мира и 1 олимпийскую медаль на Олимпийских играх. Но последние первенства мира у нас не было золотых медалей 3. А в течение 20 лет, вот сейчас 25-й год, проводятся Олимпийские игры, не было золотых медалей. Расписались, подписались кровью, что это будет выполнено. Будем стараться, состав хороший, ребят много уже год отбирали, просмотрели, в принципе, есть лидеры в команде. Здесь работают и лучшие судьи страны. Именно они обслуживали чемпионат в Грозном, где с олимпийским составом определялась взрослая команда. Количество ударов, техника и волевые качества, проявленные боксерами – вот 3 главных критерия, по которым определяют победителя. В первый день первенства участникам еще пришлось преодолеть мандатную и медицинскую комиссии. И если определиться с парами удалось без замечаний со стороны технического делегата Федерации бокса России, то медицинский контроль прошли не все спортсмены. В итоге за звание сильнейшего поборются 275 боксеров в 10 весовых категориях. Новые правила, которые требуют обязательного МРТ, сдачи МРТ, где заключение невропатолога, заключение, если какие-то отклонения, тех узких специальностей врачей, которые должны дать добро на участие. Вот. А так жеребьевка честно, справедливо развели сильнейших, бывших прошлогодних чемпионов. И остальное все, каждый подходил нейтральный и поднимал номерок и называл номер. И жеребьевку там 32 человека, 16 человек. Республику Коми представляет 8 бойцов. Это боксеры из Сосногорска, Ухты, Усинска и Сыктывкара. По оценке Федерации бокса страны, шансы наших ребят на попадание в национальную команду хорошие. Особенно в весовых категориях 75, 69 и 49 килограмм. В первый же день соревнований половина состава уже показала себя на ринге. В 60 килограмм у нас парень Карим Абдулаев выиграл бой. К сожалению, в этом же весе Василий Емельянов немножко бой не получился. Бой был ровненький, но, скажем так, немножко не получилось. Отдали победу в другой угол. И очень удачно выступил у нас мальчишка в 56 килограмм, Гудзи Александр. Хороший бой провел, так, волевой, бой хороший. Скажем так, на зубах, вытащил эту победу. Сосногорский боксер Сергей Тихонов на ринг вышел 4-м из команды Коми. Чтобы вырвать свою первую победу, ему пришлось хорошенько поработать. С соперником из Белгородской области Артемом Гречишниковым он еще не встречался, так что был максимально сконцентрирован. Говорит, криков болельщиков не слышал, только тренера. Очень тяжело было, сильный парень был. У нас были сборы, проходили на базе «Динамо». 3 тренировки в день, 2 дня тренируюсь, 1 день отдых. И опять 2 дня тренируемся. И так до конца сборов, до начала соревнований.
Для такого количества спортсменов подготовили сразу 2 ринга, на которых бои идут параллельно, да и работают по 2 программам – поединки и днем, и вечером. Здесь бьются 2 мастера спорта международного класса, много мастеров спорта, победителей, призеров и финалистов России, Европы и мира. В том году ездил тоже на первенство России, у нас проводилось в городе Оренбурге. Там стал 3-м, в полуфинале за выход в финал проиграл. На этот год выиграть Россию, отобраться на чемпионат мира и на Олимпиаду юниорскую. Тем временем спортсмены, которые еще не выходили на ринг, продолжают активно готовиться здесь же, на базе Республиканской спортшколы номер 2, на свободных рингах. Привезли 4 человека, команда Оренбургской области. Ну, все отобрались. У нас Виноградов, призер первенства России, призер Кубка России попал, отобрался на Кубке России. Абызов Руслан, он четвертьфиналист Кубка России. У нас Изудинков выиграл первенство профсоюзов России в Воронеже. У нас Аглы Спартак выиграл Приволжский федеральный округ. То есть все ребята у нас подготовлены. Ну, сюда на первенство России же не попадут без отбора. Все прошли отборы и все на всех надеемся. Еще в течение 4 дней будут проходить предварительные бои. В пятницу их победители встретятся в полуфинале. А 17 февраля в субботу состоятся решающие поединки. Тогда мы узнаем имена лучших, которые и попадут в состав национальной сборной на континентальное первенство. Константин Куратов, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывкар.